Искусственный интеллект добрался до молочных ферм. Теперь работники смогут дистанционно следить за состоянием коров и распознать их самочувствие, а именно определять любое изменение в их поведении и минимизировать болезни. IT-проект животноводческого комплекса одобрили на инвестчасе. Республика поддержала агрария из Аургазинского района, возместив расходы на покупку оборудования и строительство инженерной инфраструктуры. О том, как фермеров пытаются подружить с искусственным интеллектом, наблюдал наш корреспондент Илья Нуреева. Место 21. 2 раза мало на дом. Здесь все как на ладони. Каждая корова под чутким контролем не только сотрудников фермы, но и искусственного интеллекта. У нас на карусели красные цвета. Это значит то, что корова с маленьким надоем, то, что нужно ее сейчас, то есть нужно оповестить ветеринара, что у коровы может какие-то проблемы. На ферме более 5500 коров. Для удобства дойки и комфорта рогатых установлено 2 карусели. За день корова доится 3 раза и дает около 30 литров молока. Всего один круг, корова доится у нас. Карусель 72 места, то есть вмещается 72 коровы. Карусель сама доит, можно настроить время, либо 8 минут, либо 5 минут, оно все само настраивается. Такие новшества нравятся не только животным, но и сотрудникам. На одной карусели работают 4 доярки и 2 загонщика. Задача – почистить вымя и установить доильный аппарат. По истечению круга он сам снимается, и корова отправляется на отдых. Здесь нравится мне. Здесь легче работать. А почему легче? Мы же коров поставим, и они уходят, карусель идет, двигается. А там на старой дойке поставишь, и надо стоять, смотреть. Они же раз по 20, по 30 пинаются. Сколько раз надо ставить? Но основная функция IT-технологий куда масштабней. Необходима инновация, необходима автоматизация некая, отслеживать, потому что если даже мы теряем 20-30 коров из-за того, что мы их просто не можем отследить, это очень большие потери для производства. Если мы будем отслеживать здоровье каждой коровы, если мы будем отслеживать, сколько она дает молока, если мы будем отслеживать даже такие моменты, как хромота либо отек наших животных, то это в первую очередь снизит стоимость и повысит бюджет наших предприятий. Искусственный интеллект способен считывать коров не только по индивидуальному номеру, но и по внешним особенностям животного. Вот смотрите, корова идет. Вот сначала она шла синяя, и сейчас корова узнает, и они станут зелеными. Видите, да? То есть их распознала. Искусственный интеллект узнал. Искусственный интеллект способен считать, сколько корова ела, отдыхала, ходила. Определяет любое изменение в поведении и позволяет минимизировать болезни. Собранные данные сразу направляются к ветеринару, который незамедлительно проводит осмотр. Это нам позволяет быстрее реагировать на какие-то либо заболевания или какие-то изменения в корове. Можем увидеть корову как от мастита, то есть это опять же технологии, до количества молока, которое она дает. Соответственно, если она дает там меньше 10 литров, надо смотреть, что с ней происходит. То есть, соответственно, все быстрее происходит реагирование на корову. Ферма больше похожа на санаторий. Каждый коровник оснащен метеостанцией, а воздухообмен обеспечивают вентиляционные шахты и вентиляторы, которые круглогодично поддерживают комфортную температуру. Для обеспечения гигиены предусмотрены электрические щетки-чесалки, которые очень нравятся копытным. Уборка территории тоже автоматизирована. И тут не обошлось без технологий. Здесь входят специализированные скриперные системы. Они весь навоз, который выделяется, собирают в специальный канал, называется флэш-флюм. И навоз уходит. Этот навоз потом сжимается огромным большим прессом, называется сепаратор. И вот то, что вы видите, на чем лежат животные, это сухая фракция сепарированного навоза. Проект животноводческого комплекса в свое время получил республиканскую поддержку на инвестчасе, а объем капитальных вложений в него составил более 4,5 миллиардов рублей. Сейчас ферма производит до 60 тысяч тонн молока в год. Начали в 2018 году разрабатывать проект, и в 2019 году уже зашли. Естественно, нам помогла республика наша, региональный фонд. Спасибо Ради Фаридовичу, то, что он сумел
найти такие средства. По данным регионального Минсельхоза, животноводческий комплекс стал самым крупным инвестпроектом по молочному скотоводству в республике. Ежедневно на заводы с фермы отправляется около 150 тонн парного молока, которые впоследствии оказываются на прилавках Уфы, Салавата, Стерлитамака и других городов Башкортостана. Наиля Нуреева, Артур Хуснуддинов, Ильдар Давлетов. Итоги недели. Аургазинский район.